Диалог, проверенный временем. Встречи руководства Абхазии с губернатором Санкт-Петербурга всегда приносят практические результаты. Этот визит не стал исключением. Правительства подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, что придаст новый импульс двусторонним отношениям. Еще в прошлом году мы договорились о подписании этого соглашения. Как раз-таки все согласовательные процедуры с абхазской и с российской стороны пройдены. Считаю, что сегодняшнее событие также является историческим событием. Взаимодействие с российскими регионами – одно из ключевых направлений внешней политики Абхазии, и сотрудничество с Петербургом здесь занимает особое место. Партнерство уже приносит плоды. В этом году северная столица передала Сухуму новые троллейбусы, которые успешно работают на городских маршрутах. Кроме того, укреплению связи способствует и налаженное теперь авиасообщение. И буквально в прошлом году мы открыли аэропорт, и знаю, как непросто было найти и авиаперевозчиков, и борта, которые должны были бы летать в Сухум. Но вы, несмотря на все эти сложности, реализовали этот проект. И буквально за один сезон порядка 10 тысяч человек перевезено авиасообщением жителей Абхазии и Санкт-Петербурга. Это тоже очень важное и ключевое направление. Хотел бы отдельно отметить взаимодействие в области молодежной политики. Буквально недавно я встречался с ребятами, которые посещали самое, наверное, грандиозное представление для школьников и выпускников «Алые паруса». Наши ребята из Абхазии имели возможность, так же, как и их сверстники практически со всего мира, прибыть в Санкт-Петербург и увидеть это неимоверное представление своими глазами, проникнуться этой историей. Знаю, что вы особое внимание уделяли нашим ребятам и поддержке реализации этого проекта. Это все говорит о том, что вы сами лично погружаетесь в эту нашу совместную повестку, что придает, конечно, этому взаимоотношению особый статус. Хотел бы отметить, что президент Владимир Владимирович Путин на встрече с вами подчеркнул, отношения между Россией и Абхазией строятся на основе договора о союзничестве. Как отметил президент России, мы не просто оказываем помощь друг другу, как добрые соседи, но и выходим на новый уровень взаимовыгодных интеграционных связей. Это очень важно. Я хочу сказать, что действительно интеграционные процессы происходят не только с Санкт-Петербургом, но и с другими регионами нашей страны. Хочу вспомнить слова выдающегося государственного деятеля, второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапшева. Он говорил: народ Абхазии един в стремлении к самым тесным отношениям с Россией. Такой союз – гарант безопасности и процветания республики. Мы эти слова помним. Это наше совместное действие в этом направлении. И сегодня мы видим, как возрождается Абхазия. Александр Беглов поблагодарил абхазскую сторону за теплое гостеприимство. Губернатор отметил, что даже за короткое время пребывания в республике уже успел прочувствовать ее уникальную атмосферу. Мы почувствовали гостеприимство, почувствовали себя как дома. Спасибо большое. Вы знаете, мы вот посидели в кафе, вот там обсуждают всех президентов, нас обсуждают как народного президента. Спасибо. Вот, поэтому я хотел бы отметить, что действительно команда работает слаженно, вот, нет каких-то занудных вещей, всегда зеленый свет, всегда все вопросы решаются быстро, я хочу сказать, но это очень важно. Новым приоритетным направлением стороны назвали сотрудничество в сфере здравоохранения. Санкт-Петербург готов делиться передовым опытом цифровизации медицины и внедрения системы бережливых поликлиник, главная цель которых – сберечь время и нервы пациентов. Также Петербургский международный центр сердца готов организовать обучение для молодых абхазских кардиологов, принимать специалистов на практику и при необходимости направлять ведущих российских врачей
врачей в клинике Абхазии. Также обсуждалось взаимодействие в туристической сфере. В частности, идея закрепить туристические агентства за конкретными санаториями, чтобы туристы приезжали целенаправленно, а не искали место самостоятельно. Люди понимали, что они приедут, получат соответствующую услугу, и им гарантируют соответствующее качество, что здесь им все будет хорошо, и абхазская сторона гарантирует им хорошее обслуживание. В завершении официальной встречи Бадра Гунба и Александр Беглов обменялись памятными подарками. Гугу Цаварданя, Фатима Гергия, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.